Ваша первая высота связана с песней «Высота». А что для вас главная высота в жизненном плане или в творчестве? Самое главное – не терять высоту. Вот ставить высокую планку, ее не терять. По крайней мере, это уже много. А лучше, конечно, все время поднимать ее. Вот я стараюсь хоть чуть-чуть, но поднимать. Мне очень нравится, что в последнее время вот качество публики очень стало заметно, вот разница. Вот есть публика вообще, и есть, допустим, вот избранная публика, что называется, которая уже чувствует, понимает, ценит настоящую музыку хорошую. И, кстати, очень много молодежи, именно которая уже выросла на таких радиостанциях, как Европа Плюс, Радио Максимум. И их уже на веки не проведешь, их уже шансоном не заманишь, и попсой дешевой тоже. Они уже хотят Linkin Park, они уже хотят 30 Seconds to Mars, они уже хотят Kings of Leon. Много чего они хотят, правильного и хорошего. В принципе, кстати говоря, на Западе именно как бы такая духовная сфера жизни вообще общественной, она очень в большей степени представлена именно в современной музыке, в частности в рок-музыке. Там очень глубокие тексты, и не только в музыке секрет успеха их, потому что когда мне говорят, вот, действительно, мы сейчас видим, что у нас произошел отток зрителей с площадок. Сейчас практически из отечественных исполнителей очень трудно собрать большую площадку кому-либо в одиночку. Но в Москве, во всяком случае, так. Все промоутеры жалуются. Но стоит приехать хорошей зарубежной команде, набивается стадион Ленина 100 тысяч. Откуда они вдруг выползают, как тараканы из щелей? Потому что музыка другая. Вот у меня мечта, чтобы наша отечественная музыка на русском языке тоже, на татарском языке, но наша музыка, понимаете, наша, российская, она поднялась на такую высоту, чтобы не было такой огромной разницы между нами и ими. У нас литература, музыка априори веками считалась лучшей в мире. Самый ротируемый композитор в мире – это Чайковский, Рахманинов, самый популярный Мурсовский, Стравинский. Недаром все зарубежные группы популярные, начиная там с 60-х, 70-х годов, они не только цитируют русских классиков, они даже целые произведения исполняют. Именно русских классиков, не Баха, не Моцарта, они где-то на 4-5 позициях идут, а на первых наши русские композиторы. Я не говорю уже про Толстого, Достоевского и Пушкина. Понимаете, надо все-таки марку-то держать. И я говорю, что публике тоже нужно развиваться. Не только артистам надо расти и образовываться, публике тоже. Музыку надо уметь слушать, потому что, умея слушать, учась слушать музыку, вы учитесь слышать себя. Вот. И, конечно, вот попса, шансон – это не та музыка, где заложена какая-то особая духовность, а без духовности и жизни не будет. Это, вот пишет там, живой концерт, концерт живой музыки. Тогда все остальное мертвый концерт. Ну, я вот за живую музыку, например, я против мертвых. Хотя нет, есть такая группа Grateful Dead, благодарные мертвецы. У них самая большая аудитория. В мире они зарабатывают даже за тур больше, чем Led Zeppelin, чем Pink Floyd. Потому что у них такая вот верная аудитория своя. У меня очень много приходит людей из массовой культуры, и я их порчу. Я их порчу в каком плане? Они умирают для шансона, для попсы. Ваш шикарный голос – это результат упорного труда, репетиций или дар Божий, что-то свыше? Все хорошее, культурное требует большого труда. Вот в огороде посмотрите, что происходит. Сорняки прут со страшной силой, их замучишь сокращевать. А культурному растению нужно очень много внимания и труда. Полива, удобрения, солнечного тепла, теплицу специальную. Вот. Но для меня такой теплицей является наша вот такая особая российская духовность. Просто я выбираю людей. Я очень внимательно отношусь к тому, кто меня окружает. Недаром говорят, короли делает свита. Вот. А я не хочу быть королевой. Я не хочу, чтобы свита делала меня. Я хочу вместе со своими единомышленниками менять ситуацию в стране к лучшему в плане музыки. Я хочу привлечь как можно больше количество людей не только к слушанию, а к слышанию настоящей музыки. Потому что музыка – это молитва без адреса. А без хорошей поэзии вообще жизнь невозможна. И поэтому я делаю свой фестиваль. Я не жду милости от природы, я делаю свой фестиваль, где у меня талантливая молодежь и такие
заслуженные мэтры выступают. Вот в этом году у нас был состав просто, значит, выступали музыканты парка Горького, выступала Дина Гарипова, кстати, приезжала. Да, Диночку я пригласила, и она просто золотой человек. Ну просто она меня очаровала, и не только меня. Она просто какой-то вот бриллиант ваш. Это татарский бриллиант, просто наивысшей пробы и самой замечательной огранки. Хорошо, Самой что она тонкой. чувствовалась такая, да, она какая-то другая. Я очень попсовая. рада. Это какой-то ангел. Вот вообще у меня такое ощущение, что она откуда-то с неба вот пришла. Она какая-то очень чудная. В ней какая-то есть тихость такая, сильная. Вот не тихоня, а в ней какая-то сила. Но она вот настоящая, знаете, тихая. Но это не значит, она боец. И она очень... когда я ее позвала на фестиваль, у нас фестиваль добрых дел, и музыка служит добрым делам. То есть мы делаем добро тем, кто делает добро людям. У нас волонтеры, основная публика, настоящие волонтеры, которые вот последнюю рубаху, последнее время свое отдают, драгоценные все силы на служение людям. И была Хиловиса Мельница, был Ваня Хлобыстин. То есть у нас отжиг был по полной. И молодые группы такие, ну просто очень интересные. У нас люди как встали у сцены, вот так и стояли. То есть мне даже когда опубликовала фотографии первые, мы сейчас делаем фильм, потому что мы снимали, была съемка большая, и мы сейчас будем монтировать его, потому что сейчас у меня пока в туре, я не могу этим заняться. Но я думаю, может быть, где-то зимой мы его смонтируем, и, может быть, какой-то канал покажет частично, а может, просто в интернете выложим. Мы делаем сейчас, будем делать свой портал большой. И не просто как бы говорить вот за то, что вот, как плохо у нас в стране с музыкой, вот у нас так вот, так-сяк, люди вот не знают, там что-то не понимают. Ничего подумать, все знают, все понимают. Просто надо предложить им что-то стоящее. Вот, собственно, мы чем мы занимаемся. Надо шевелиться, под лежачками вода не течет. Я такой моторчик, да. Движ, да, движ. Я драйв. Я люблю ужасно драйв вообще. Вы из близнецы, да, позвали? Да, нас тоже. 5 сразу. И мы все в тельняшках. Ну, пишут, что женщины-близнецы – это как минимум 5 женщин. Да. Да, ну Как вот минимум двое, вот я слышала. 5. Если вы хотите, да, если вы хотите гарем, женитесь на женщине-близнеце. Ну, я, конечно, это все ерунда, но я думаю, что какая-то частичка все-таки в этом, в каждой шутке есть доля шутки. Ну вот, я никогда не спрашиваю мужа своего: ты, Леша, ты меня любишь там? Я его спрашиваю: Леша, наверное, тебе со мной непросто, наверное, тяжело. Он говорит: мышонок, я с тобой счастлив. Вот это клево, понимаете, это тоже драйв такой. Вот есть фастфуд такой вот пищевой, да, а есть фастфуд духовный. Да. Вот эта вся псевдокультура массовая, это фастфуд такой для души. И люди не понимают, как они убивают. Вот как фастфуд пищевой убивает тело, начиная с желудка, так фастфуд духовный убивает душу. Да, и ум. А это все вместе. Понимаете, человек, что по целомудрию? Это дух, душа, тело и разум. Это все в целости. Они в единстве находятся, и поэтому в гармонии. Поэтому человеку, который об этом помнит, думает и заботится, он очень счастлив всю жизнь, несмотря на болезни. У него все так же, как у других. Может, даже больше скорбей и болезней. Но он всегда радостный, потому что он знает не за что, а для чего. Это для духовного возрастания, для большего драйва. Ведь всегда интересно преодолевать высоту. Иногда высота, иногда болезнь – это тоже высота. Я дружу с волонтерами, вот Чулпан Хаматовой. Я вижу, как дети, которые прошли, вот их родители прошли вот эту страшную болезнь, да, онкология. Это же страшная вещь, это смертельный диагноз, можно сказать, да, в большинстве случаев. Когда они это преодолевают, у них, они, как правило, уже в жизни, они не будут жить просто так на этом свете. Просто пылить по земле они не будут. Они, как правило, включаются в какую-то большую историю, в большую работу какую-то, что-то начинают активничать в социальной сфере, в общественной, да. Они благодаря этому, они начинают понимать, что же такое жизнь и в чем ее смысл великий. Понимаете, и я говорю всегда, даже такие страшные болезни, это ни за что, для чего? Это избранные люди, понимаете? И тем, кто верит, надеется и хочет чего-то настоящего, и Господь проводит через это испытание и выводит сильнее только, красивее душой, да и телом.
женщины, они такие красивые, они прямо, вообще, я очень люблю с ними общаться. Это мои люди, это мои люди. Абсолютные. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот недавно мы были в Испании с Лешей. Там был благотворительный концерт на постройку Русского культурного центра. И, значит, в основном там были, конечно, русские люди. Испанцев было немного. Но русские, вот одна женщина прилетела вообще специально из Аргентины. На этот концерт. Из Аргентины, из Латинской Америки, да. И после концерта она подошла к нам с Алексеем и сказала: ребят, у меня есть все в этой жизни. Ну, видно, что обеспеченная женщина. У меня есть все там. Дети. Да, русская. Ну, живет в Аргентине. Но у меня нет главного того, что есть у вас. И она нас обняла, слова сказала: ребята, берегите это состояние, которое у вас есть. Вот это состояние интереса к жизни, вот этого драйва, вот этого, я не знаю, что вот, у меня такое ощущение, что я вот стою вот так, и в меня просто хлещет какие-то солнечные лучи, мощные какие-то потоки, а я потом вот так, потому что в себе носить нереально. Это такая моща, что нереально. И люди всегда после концерта уходят и говорят: ну это, все говорят об энергетике какой-то, сумасшедшей энергетике. Она не сумасшедшая никакая, она просто очень мощная, потому что не моя. Потому что не моя. Я только как бы ее сама принимаю, да, или транслирую, и приумножаю благодаря публике, которая находится в зале, да, или в студии, неважно где. Вот сейчас у нас мало народу, но вы все равно это чувствуете. Это не мое, это не моя заслуга. Это просто, наверное, дается любому, кто по-настоящему хочет жить, по-настоящему хочет любить не только себя и своих близких, но и вообще людей и мир. А чтобы вы скажете: ой, такие высокие материи, да как это можно всех любить? Ну, да, может быть, поначалу нельзя, но этому надо учиться. А как? Научиться любви можно только делая дела любви. Как вы начинаете в школе, начинается предмет математика. Для вас это только звук, математика, вам уже страшно. Но вот вы выучили таблицу умножения, вот вы познакомились с 4, как говорится, основными действиями математики, да, и пошло дальше там двухзначное, трехзначное, а потом вы в 10 классе смотрите: фу, детский сад, там уже пошли там биномы, логарифмы и так далее, там теория относительности, понимаете, да? То есть всегда надо делать что-то. Надо делать что-то в этом направлении, но только в этом направлении. Не надо злобиться, если что-то не получается. Не получается, ищите где-то рядом другой вход. Другая дверь, но обязательно есть. Как Буратино, он тыкался в нарисованный очаг, понимаете? А там была дверь за этим очагом. В самую сказку, представляете? Вот и мы так иногда долбимся, вот не в те двери. А бывает, мы даже толкаемся, а она легко вот так открывается на себя, понимаете? Все очень, просто надо внимательнее относиться. Благотворительность, добрые дела, участие в акциях – это жизненная потребность для вас или дань моде? Что сподвигло к участию? Не люблю благотворительность слово. Слово дурацкое, да? Слово не люблю. Нет, оно не дурацкое, оно хорошее. Но благотворительность – это, наверное, для каких-то бизнесменов, понимаете, хорошее слово. Для меня вот какое-то доброделание. Мне больше нравится, как-то больше так понароднее звучит, попроще. Даже не только по-русски, а просто попроще, поближе к жизни. Мы сами люди не богатые с Лехой, и, наверное, богатыми не будем, потому что я все вот что заработала в первом туре, я грохнула на фестиваль. И так будет всегда. Я не могу, хорошо, что мне повезло с Лешей. Я говорю: Леш, ничего, что мы опять не построили студию. Он говорит: я, говорит, единственное, о чем жалел, что мало тратил на творчество. Не жалей, говорит. Это же все, видишь, люди какие счастливые. Чего жалеть, что? А я и не жалею. Главное, чтобы в семье никто не был против, а я только за. А потом хлоп и реформы, как было в 90-е. У меня дядя, помню, вообще просто потерял рассудок из-за этого. Потому что он был богатым человеком, и в одночасье он стал практически, не нищим, но бедным человеком. Вкладывайте в людей, вкладывайте в жизнь людей, вкладывайте во все такое, что не приносит вам, может быть, вот, казалось бы, такого богатства материального, даже славы не принесет, даже, может, никто не узнает об этом, что вы это сделали. Но поверьте мне, пройдет какое-то время, и вам прилетит не бумерангом, а золотым дождем.
Ну, не деньгами я имею в виду, а, понимаете, обязательно все возвращается. И здорово, что за зло воздается вчетверо по закону Божьему, а за добро во 100 крат. И как милостив Господь. Только вчетверо за зло и в 100 крат за добро. То есть даже если посчитать, сделать бизнес-план такой легкий, то добро делать выгоднее намного. Ну, как Серафим Саровский преподумал, говорит, будьте как купцы, как толковые купцы. Купец же он что? Покупает подешевле, продает подороже. Вот и я так же. Мне дается музыка, вот я музыкой вкладываюсь. А мне народная любовь, конечно, а мне люди воздают вообще не то что 1000-кратно. Вон сейчас промоутеры облажались с рекламой, так сейчас в городах сами бегают, сами отпечатывают, клеют афиши, сами там на машинах. Понимаете, вот. Если хочешь быть преподобным, вот подобляйся в добре. Ах, ну что, а Бог – это любовь. Вот я и говорю, значит, надо к Богу приблизиться можно только через дела любви, больше никак. Пост, молитва тоже нужны. Они усмиряют наши страсти, они научают нас не телесные потребности свои удовлетворять, и не своего эго, а как раз, чтобы дух давлел над телом. Все-таки, и заметьте, когда хорошо попастишься и помолишься, любишь весь мир, и таким свободным себя чувствуешь. Легким, да, вот легким именно изнутри легким. Вот. А почему святые ходят по воде? Потому что они уже становятся духом таким. Духом. У них все дух, уже. Поэтому гравитация, космонавты что же летают в космосе, и космонавты тоже ж нет, но там другое, понимаете? А вот на Земле ты пройди по водяйке, по суху и по воздуху, и на воздух поднимись, на воздухе. Это только святой человек может, который стал духовным. Да, это что-то даже выше, чем человек уже. Это не простой Ну, какой-то это уже святой, это уже святой. Сейчас вы выступаете с новой музыкой. А какой стиль исполнения ближе всего? Рок, классика, может быть? Мне близка любая хорошая музыка. Единственное, что мы ее концептуально объединяем как бы не только тем, что ее поет один исполнитель, то бишь Ольга Кормухина, а то, что у нее есть, конечно, еще и у нее есть мама, то есть у нее есть папа, Алексей Белов, мой муж, который занимается саунд-продюсированием и непосредственно созданием произведений, аранжировкой, то есть концептуальным звучанием. И несмотря на то, что мой концерт на все вкусы, там любой любитель любого жанра музыки найдет для себя обязательно свой любимый лакомый кусочек, но все-таки это все заправлено одним добротным, хорошим соусом, фирменным нашим с Лешей, которого нет больше ни у кого. Это наш звук, голос и, собственно говоря, вот те неповторимые мелодии его, которые истоком их является русская музыка, классическая, конечно, Мусорг, Стравинский, Прокофьев. Причем эта музыка популярная, она самая популярная во всем мире, первые, вторые, третьи места, четвертый, пятый только у Баха с Моцартом. Представляете? Вот, поэтому и людям нравится, они слышат генетически, что наша музыка – это их музыка. И все думают, вот там слово «рок» многих пугает. Ну вот у нас у клавишника недавно в Мурманске пришла тетя в преклонных годах, и после концерта сказала, говорит, Сережа, а я не знала, я, оказывается, рок люблю. Больше всего, оказывается, я люблю рок. То есть, понимаете, у нас не только рок, композиция. У меня и классика есть, и в акустике я пою много, и под рояли, под гитару. Но это все равно через это все какая-то красная нить проходит. Вот все-таки, наверное, профессионализма и вдумчивого отношения к тексту, к музыке. Нет избитых мелодий, избитых шлягерных каких-то текстов. Ты меня не любишь, а я тебя так, зачем ты меня бросил, а я тебя поцелую везде, мне 18. Нет, этого нет, ребята, нет, это кому-то, может быть, нужно, но, вы знаете, ребят, я считаю так, конечно, для кого-то кашку все время надо кушать, но кому-то надо и мясо, и овощи, и фрукты, понимаете?
Вот. Кому-то вот только кашку, да, вот про 18 и целуй. Бывает там у Леши какие-то ситуации сложные в жизни, у меня, бывает у обоих вместе. Но мы посмотрим друг другу в глаза, скажем: It's okay. Господи помилуй, Господи прости, помоги мне, Боже, крест мой донести. Поддержим друг друга, рану друг другу помажем бальзамом. Вот. А уж когда в студию зайдем, вообще все забываем. Вот за это мы все прощаем. Вот, честно говоря, вот как моя мама говорила, моей подруге, вот, говорит, ну, Ольги характер, конечно, говорит, трудно мне с ней, трудно, но как запоет, все и прощаю. Мои родители, им, конечно, много чего пришлось пережить. Вы говорите, как шлифовался талант? В муках, в основном родительских. Ну, вы по своей воле там, вот, как сказать, развивали талант или родители как-то направляли, нет? У меня всю жизнь не потому что, а вопреки. У меня первое, значит, мое образование – это архитектура, по маминой просьбе и настойчивому желанию. Потом все-таки папа сказал: отстань, пусть она сама выбирает свою дорогу. Потом я уже музыка, а потом вот недавно совсем в ГИК, это уже тоже благодаря тому, что мы с Лешей много работали в кино, писали музыку для кино. Мне захотелось такой перфекционист немножко. Это вот, я даже не знаю, нравится мне это во мне или не нравится, может, это не очень хорошо, но я всегда за то, чтобы изучить процесс досконально. Я не люблю вот то, что мы с Лешкой, есть вещи, которые мы ненавидим в жизни. Дилетантизм, непрофессионализм, пофигизм и безответственность. Это мы ненавидим. Лютой ненавистью. Ну, конечно, в нашем случае слово «ненависть», в нашем случае слово «ненависть», оно звучит немножко-то... Мы не умеем ненавидеть, это просто так, чтобы понятно было, что мы это не приемлем. Не приемлем. Вот. И в людях нас это очень огорчает. Огорчает, вот да, так. Многие хорошие идеи, кстати, пролетают именно вот из-за этих качеств людей. Ты же не можешь ничего делать в одиночку, все равно приходится кого-то всегда подключать. То, что мы делаем в одиночку, вот, пожалуйста, вам результат. Везде победы. То, что мы делаем в одиночку. У нас не бывает проколов. Но как только побольше, там уже начинается терпор. Но все равно побеждаем. Но все равно побеждаем, только труднее. Труднее. Ужасно не люблю давать пинка. Ну, приходится иногда некоторым товарищам давать пинка. Потом, правда, они сами благодарят за это, потому что получают кайф в итоге от результата. Ну вот самое трудное – это столкнуть паровоз с рельс. Вот здесь нужна, конечно, неимоверная сила. Да, тут приходится просто... Вот песня «Кукушка» это вот из этой оперы. Зато результат какой, как хорошо потом наслаждаться. Да. Ну, про Казань, может, пару слов еще на камеру скажете, как? Потрясающе красивый город. Причем вот, несмотря на то, что все-таки это столица Татарстана, он удивительно российский город. Вот этот Кремль белоснежный, очень красивая мечеть. Очень красивая мечеть. Я как человек верующий приветствую людей духовных. Всегда. Как говорится, каким бы путем они ни шли, я сужу по плодам. Если человек, как говорит апостол Павел, по плодам, вы знаете, мир, любовь и радость о Господе. Если я вижу мусульманина, который радуется Богу, который радуется миру, людям, творит добрые дела, я приду, обниму его первый и скажу: брат, как я люблю тебя, как я благодарна Богу за то, что я встретила верующего человека.